Еще в марте здесь стояло несколько коробок жилых домов, не было ни света, ни воды. Теперь готовность домов составляет 95%. Подведены столбы электроснабжения, забита одна общая скважина, вторая пока еще в планах. Инспектирование самого крупного и многонаселенного кызылского Кажуна началось с проверки качества домов для детей-сирот в поселке Сукпак. Новостройки этого года расположены за бывшей свинофермой. Всего в поселке Сукпак построено 36 домов для детей-сирот. В ходе проверки качества их строительства рассматривается вопрос дополнительного финансирования для приобретения 24 из них в государственную собственность и дальнейшей передачи получателям жилья. Дело в том, что у первого подрядчика, начинавшего строительство, не хватило средств. За дело взялся второй, тоже местный. Объем работы остался небольшой, уверяют исполнители программы. В основном это мелкая отделка. Ну, подрядчик просто они из последних сил уже стараются, поскольку цены, которые, точнее, субсидию дают, но она очень маленькая, да, это 47 тысяч за метр квадратный, да, вы знаете, что у нас сейчас стоимость 100-150 тысяч метр квадратный, себестоимость где-то, ну, дороже, то есть это проблема федеральная, приходится деньги добавлять сюда, то есть поэтому подрядчики, конечно, здесь особо ничего не зарабатывают, они вот так, у них имиджевые проекты, к сожалению. Вот он сейчас соберется силами где-то в течение, ну, я думаю, 2 недель доделает все эти недостатки. Потому что в каждом доме чуть-чуть чего-то мало доделать. То есть, я думаю, в августе месяце мы к Дню Республики заселим сюда людей уже. Исполняющий обязанности главы республики Владислав Хавалы в ходе инспектирования высказал несколько замечаний. У домов, построенных на песчаном грунте, низкий фундамент, короткая кровля, мелкие, но способные испортить настроение новоселам огрехи видны на каждом шагу. Там будут люди жить. Если вы будете жить, вы точно потребовали. Нет. Мы сейчас... Вы слышали, да? Это протокол прошу занести. Пока не оплачивать, брак пока не будет устранен везде. По мелочам прямо. Пока подрядчик под надзором Минстроя устраняет недочеты, убирает строительный мусор, местные власти займутся благоустройством территорий. За счет республиканского бюджета оборудуют зимние водоколонки, летний полив. Здесь будут улицы, дороги, тротуары. В общем, все как у людей. Посмотреть, 24 дома строятся, смотрел прежде всего на качество работ, обратил внимание, есть вопросы к качеству, дал соответствующие указания и министру строительства, и самому подрядчику вот эти недочеты устранить. И также недалеко от этой улицы мы запланировали асфальтирование улицы Фрегатной, да, вот, более километра. И я так думаю, ну, там и туда протянуть также, продлить маршрут автобусный, да, чтобы конечная остановка была недалеко от тех людей, которые заселятся в вот эти поселочек для детей-сирот. Вот. Также попросил водоснабжением решить вопросы и уличным освещением. Такого количества домов для детей-сирот в республике не строили никогда, отмечают специалисты. Всего в течение последних 2 лет в республике построено 500 домов для детей-сирот, в том числе и незавершенные стройки прошлых лет. Идет борьба из-за качества. Практика сдачи домов без внутренней отделки, без подведения света, воды, а по сути нарушение закона и прав детей-сирот уходит в прошлое. Мадар Сандан, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Тува 24.